Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что загаданный человек принесет в вашу жизнь? Если интересно, присоединяйтесь, загадайте на человека, на мужчину, на любимого, на того, кто интересен, кто нравится. И давайте посмотрим. Я думаю, все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, пусть высшие силы владят моими руками. Интересно. Так, мои хорошие, ну вы загадали мне тут человека, который сам не знает, что он хочет, что ему делать и к чему он имеет, я не знаю, там талант и интерес. У человека сейчас просто какой-то раздрай в жизни происходит, какая-то непростая ситуация, то ли жизнь меняется, то ли мир вокруг него меняется, как будто бы он неприкаянный. Вот место свое в жизни он еще не нашел. Либо человек недавно вот совсем все потерял, вот рухнуло, да, то, за что он держался, то, на чем он сидел, то, чего он добился. И теперь он остался один среди чисто поля и не знает, куда идти, в чем себя найти. Либо человек в принципе еще не сформировал свой жизненный путь. То есть нет у него особых мыслей, нет у него особых там дорожек, путей. Просто живет вот как по наитию, да, день прошел, ну и слава богу. Странная личность, у него тут, ну, видите сами, да, раздрай и хождение. И очень сложно, да, определить, что же все-таки он вам даст. Давайте начнем с того, что вы ему дадите. У вас тут действительно какой-то бартер идет. Сначала вы, а потом уже он. То есть первая половина у нас это ваши действия, это ваши чувства, это ваши эмоции, это ваше желание быть с этим человеком, поддержать, помочь, подсказать. Вот у вас к этому человеку не только любовное, да, вот, чувство, у вас еще желание с этим человеком, ну, не сотрудничать, да, человеку помогать. То есть вам, может быть, как-то его жаль, либо вы видите, что этому человеку нужна помощь. Желание, не знаю, там как-то уберечь его, подсказать, подтолкнуть, научить, защитить даже, возможно, от чего-то. То есть у вас к этому человеку, вот что у вас первостепенное, да, в сегодняшнем дне, это милосердие. Вам хочется ему помогать, поддерживать. Вам его жалко. И эта жалость, это не плохое чувство, нет. Это наоборот, родство душ именно так проявляется. То есть вам эта душа знакома, вы ее видите, что душа непрекаянная, вам хочется помочь. Тут же подключаются органы чувств, да, тут уже вы сами себе тут придумываете, либо надумываете, догадываете, да, может все-таки это любовь, а мне нравится, а мне хочется и прочее, прочее. Смотрите. Для начала вы помогаете ему. Чем вы помогаете? Своим участием в его жизни. Тем, что у вас есть к нему чувства. Тем, что вы за него просите, за него думаете. Посылаете ему свою энергию. А кто-то из девочек будет даже помогать тем, что, ну и деньгами можно, да. Может, кто-то деньгами уже помогает. Может быть, взяли вы мальчика с улицы, обогрели, помыли, накормили, на работу устроили, прочее, прочее. Такая история тоже может быть. Здесь женщина дает, мужчина получает. Проходит время, и мужчина как бы долги отдает. Долги с процентами. Смотрите, девочки, ну, честно скажу, здесь у женщин чувств больше, чем у мужчины. Мужчина не сформированный. Это не значит, что он не любит или не значит, что он не ценит. Просто он, ну, пустой, понимаете, пустой. Вот все, что у него есть, это как какая-то одна большая иллюзия, как мыльный пузырь, который может в любой момент лопнуть. И
Жизнь его какая-то такая неустаканенная. Мужчина на флюгер похож, либо на перекати поле, да, туда-сюда его ветер гоняет, и никак он, бедняжечка, корни не пустит. Девчонки, ну тут история такая непростая. Вы ему даете, сперва даете вы. Здесь даже у кого-то отыграется каким-то абьюзом, возможно, да. Кстати, еще может быть вариант, что мужчина гораздо старше, чем вы, и он как бы вашей молодой энергией будет подпитываться. Подпитываться, напитываться, войдет в свою силу, и тогда уже он уже будут какие-то результаты. Вы очень много вложите в этого человека. Эмоций, ожиданий, переживаний, заботы и всего, вот понимаете, всего, что есть, вы с ним разделите. Но не поровну, вы ему больше отдадите, меньше себе оставите. Вот. Оценит ли он этот жест? Конечно же, оценит. Потому что то, что делаете вы, для него даже мама родная не делала, либо не, то, что вы для него сделаете. То есть даже от родной мамы он такого не видел. Вы для него станете больше, чем любимая женщина, больше даже, чем, если так можно сказать, да, больше, чем даже мама. Просто его все, вот по-другому и не скажешь. Вы с ним повязаны, понимаете? Вы с ним повязаны, вы идете в одной связке. Встреча не случайная, все вот эти между вами терки не случайные. То, что вы друг от друга отойти не можете, это тоже не случайно. Вы с ним повязаны. Вы должны были, вот у вас перекресток, он и у него по судьбе, и у вас по судьбе. Вы должны были перейти друг другу дорогу для того, чтобы вы ему помогли, а он потом помог вам. Значит, девочки, смотрите, что он может вам дать. В будущем этот мужчина очень многого добьется. Он крепко станет на ноги. Здесь мужчина, не знаю, то ли приобретет, то ли построит дом. У него будет стабильная, надежная работа. У него деньги пойдут и возможности. Он такой состоятельный станет, да, состоятельный, состоявшийся человек. И в будущем я вижу картинку, что этот мужчина, он работает, он вас обеспечивает, он для вас, знаете, такой хомяк, да, выбежал из норки, побегал, там насобирал семечек зерна, принес домой полные вот щеки добра, высыпал вам и дальше побежал охотиться на добро. А у вас, благодаря этой ситуации, появится какое-то огромное поле для творчества, для себя, для своей какой-то такой свободной, легкой жизни. Он вам полностью обеспечит тыл. То есть вы не будете думать о том, что, боже, мне надо работать, мне нужно там денежку зарабатывать, мне нужно там, не знаю, стирать, убирать и прочее. Вот он на себя возьмет. Либо наймет вам домашнюю помощницу, да, либо сам даже будет делать. То есть он будет работать, он будет приходить и говорить: мила, не надо, побереги свои ручки, я сам там посуду намою, еду приготовлю, там постираю, поглажу, прочее. Не смейтесь, это будет. Потому что то, что вы сейчас для него делаете, и то, что вы еще будете для него делать, он никогда этого не забудет. Он вот прям каждый день, каждый час и каждую минутку будет вам за это благодарен. Тут другой вопрос: насколько вас хватит? Вот насколько вас хватит. У вас впереди какой-то достаточно непростой период, либо вы уже в этот период вступили, когда у вас есть сомнения относительно этого человека. Правильно ли я поступаю? Правильно ли я себя веду? Нужен ли он мне в принципе? Будет ли с него какой толк? Либо все это прахом, все мои усилия пойдут. Такой период либо есть, либо он наступит. И этот период еще будет подогревать мужчина, потому что он еще не сформировался. Он будет туда-сюда ходить, туда-туда. Пошел, пришел, вы ему говорите, что делать, он идет, делает все наоборот, приходит, результата никакого нет. То есть он еще будет формироваться под вашим чутким руководством. Если вы в определенный момент психанете и скажете: да ну тебя, не хочу, надоел, ты бесперспективный, все.
я хочу более спокойной жизни. Но он пропадет, девочки, он пропадет, и тут судьба его будущее печальна. И он это знает. На интуитивном уровне он это знает. Поэтому он будет держаться за вас и руками, и ногами. Хотите, спасите ему жизнь. Тогда он будет бесконечно благодарен. Но я не вижу, я честно скажу, я не вижу, вот если отдельно, наверное, посмотреть, будет понятно. Вот на общий я не вижу, что вы от него откажетесь. Мысли такие у вас будут. Даже, возможно, сейчас есть такие мысли. Но, скорее всего, нет. Вы от него не откажетесь, вы его все-таки до конца, до ума, скажем так, доведете. И результат, это будет ваше творение. Вы его, как скульптор, да, вылепите, создадите шедевр. Меньше тут язык не поворачивается сказать. То, кем он есть сейчас, и то, кем он станет. Сейчас он, такой, знаете, никакой. Да? Никакой. А вот оно, его будущее. Человек стоит на пьедестале с гордо поднятой головой, еще и с факелом победы в руках. Но это ваша, чисто ваша заслуга. У нас отсыпка называется «Что он может вам дать?». Правильно, наверное, было бы назвать, что вы для него сделаете и чем он с вами расплатится. Потому что по-другому тут не получается. Девочки, честно, либо вы будете в него вкладываться материально, либо вы эмоционально в него очень конкретно вложитесь. И это действительно как в банке, да? Это идет капитализация. То есть вы в него вложились, и потом вы будете получать свои проценты, да? Свои выплаты, дивиденды будете получать. Идет так. Но вот период вот этот мне не очень нравится. Он непростой. Но его можно пережить. И вы его переживете. В чем причина? А в том, что мужчина такой, понимаете, вот таким его природа создала. Непутевый. Для него как-то медленно доходит. Он все на своих ошибках. И причем, знаете, как по каждой ситуации нужно там минимум 5 ошибок совершить, чтобы что-то понять, чтобы что-то там осталось, какое-то понимание, умозаключение у него получилось. Такой тяжелый случай. Но вы, конечно, классная, вы сильная, вы ресурсная, у вас ресурсов, энергии, я не знаю, тут даже не на 2, тут на 5. Но у вас, кстати, помимо этого мужчины еще кто-то есть, о ком вы заботитесь. Да, вам нелегко, честно, нелегко. Но вы справитесь. Вы, мои хорошие, справитесь. Даже в основании вы у меня идете вдвоем. Вдвоем вам по судьбе быть вместе. Вместе вы будете. Даже если будете какой-то период брать паузу, все равно вы будете вместе. Должны вы его вырастить, должны вы ему дать вот этот факел победы. Без вас, без вас все пропадет, пойдет где-нибудь, зайдет и потеряется. А вот с вами человеком станет. Причем таким, знаете, значимым для общества. Он гордостью вашей будет. Конечно, гордость, если вы его доделали, доработали, да. Интересная отсыпка. Мои хорошие, вы вкладываетесь, он вам возвращает. На первом этапе это ваша работа, ваше вложение. На последующем, да, это уже мужчина вкладывается в вас. Вернее, все возвратит. И даже с процентами, и даже сверх нормы, и даже с какими-то приятными бонусами. Что он может вам дать? Счастливую, обеспеченную жизнь. Спокойную, уравновешенную. Такая, знаете, не жизнь, а нега. Отдых, релакс. Жизнь, свое удовольствие. Вот это он может вам дать. И знаете, он такой послушный станет. Я не люблю этого слова, но тут по-другому не скажешь. Он похож на подкаблучника. Такой подкаблучник. И он будет таким только дома. Вот он будет выходить за порог, и он такой прям царь зверей, будет всех рвать и все, да, на части. А дома будет такой спокойный, тихий хомячок. Да, добытчик. Этот мужчина добытчик. Девчонки, все, что не происходит, все происходит к лучшему. Пожалейте вы его, пожалейте, помогите. Сейчас вот как никогда он в вас нуждается. Вижу, что раздражает, вижу, что иногда у вас руки опускаются, но поверьте, вы
из него воспитаете достойного человека, и все у вас будет с ним хорошо, замечательно. Вы не пожалеете, если вы с ним останетесь. Вот так я вам скажу. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.